Здравствуйте, я Битанова Аружан, ученица 10 В класса школы-гимназии номер 38. Моя малая родина – это поселок Утиген-Батыр Илийского района. Что же является символом моей малой родины? Это можно увидеть на гербе нашего района. Река Или – главная водная артерия, позволяющая сохранять флору и фауну, развивать сельское хозяйство, а также восьмиугольная звезда, олицетворяющая 8 крупных предприятий, благодаря которым наш район является ярко выраженным индустриальным регионом с высоким производственно-экономическим потенциалом. Исходя из этого, символом моей малой родины является индустриально-инновационное развитие. Актуальность выбранного мною символа заключается в производстве конкурентоспособной продукции, которая пользуется высоким спросом на внутреннем и внешних рынках, а также непосредственно у нас в районе реализуется программа индустриально-инновационного развития на 2020-2025 годы. Цель проекта – изучить, как протекает процесс индустриально-инновационного развития и как это влияет на развитие моей малой родины. Задачи – выяснить положительные стороны индустриально-инновационного развития, изучить перспективные возможности данного развития и определить проблемы, которые выявляются при планировании и реализации данных проектов. Уникальность индустриально-инновационного развития заключается в следующем. Илийский район – это донор Алматинской области. В районе 309 предприятий, 245 из которых обрабатывающие промышленности. Основную индустриальную базу Илийского района составляют 26 крупных и средних предприятий. Доля промышленности района в объеме области составила 36,6%. Ежегодно идет увеличение числа предприятий и их расширение. Так, например, в 2022 году было введено 16 новых и расширено 14 действующих предприятий. Ассортимент производимой продукции различен. Это и алюминиевые профили, железобетонные изделия, смазочные материалы и фармацевтические препараты. Район является ведущим производителем молока и единственным в стране производителем табачных изделий. Разумеется, производимая продукция приносит колоссальную выгоду. Так, в прошлом году было произведено продукции на 540,7 миллиарда тенге. Ожидается увеличение объемов производства, а это значит, что будут созданы новые рабочие места, будет развиваться инфраструктура и повышаться уровень жизни в моей малой родине. Для сбора и обработки информации мы отправились в акимат Илийского района. Здравствуйте! Известно, что Илийский район является крупным индустриально-инновационным центром, так как у нас сконцентрированы промышленные хабы. Расскажите, пожалуйста, сильные и слабые стороны данного факта. Здравствуйте! Как вам известно, испокон веков Илийский район являлся одним из самых инвестиционно привлекательных. В районе были реализованы такие крупные проекты, как Philip Morris, GTI, которые работают уже на протяжении более 20 лет, осуществляют свою деятельность. На сегодняшний день у нас уже имеется ряд крупных проектов, которые уже зарекомендовали себя не только в Казахстане, но и уже на международной арене. Занимаются не только производством для внутренних потребностей, но и так и экспортом. В этом году произошло разделение области на Жетысуйскую и Алматинскую. Это было продиктовано агломерацией города Алматы, то есть жители области были сконцентрированы вокруг этого города. Как повлияет разделение области на индустриально-инновационное развитие нашего района? Какие у Илийского района перспективы на будущее? Как я ранее сказал, Илийский район всегда был привлекательным, он так и остался городом. То ли оно будет рассеяно на 9 районов и 1 город. Я думаю, будет очень много внимания уделяться инфраструктуре, необходимой для реализации инвестиционных проектов. Какие могут возникнуть проблемы при реализации данных задач? Данных задач, как отметил глава государства, это у нас уже государство идет к тому, что имеется энергетический дефицит энергии, можно сказать. В связи с чем президент неоднократно говорил о строительстве атомной электростанции. Я думаю, природные богатства, они тоже не бесконечны, и в какой-то момент нужно будет какие-то другие альтернативные источники энергии искать. Я думаю, это одна из главных проблем, это электроэнергия и немного, устаревшесть моральную и нашей инфраструктуры. Это водоснабжение, водоотведение. Следующими аргументами уникальности моего символа являются необычные проекты, которые реализуются на данный момент. Это Гейт-Сити, город-спутник, на месте которого строится микрорайон Коянкус, около 10 многоэтажек. Объектом предусматривается комплексное строительство жилых территорий, объектов общественного обслуживания и производственных предприятий. Также в Гейт-Сити планируют провести ветку метро, которая свяжет город-спутник с городом Конаев.
По проекту общая территория составит 2370 гектаров, а население 95 тысяч человек. В долгосрочной перспективе G4 City будет развиваться как интегрированный город с общим населением 2 миллиона 100 тысяч человек вдоль трассы Алматы-Капчагай. Фрутарт – это компания, которая специализируется на выращивании, хранении и глубокой обработке фруктов и ягод. Проект, вторая часть данного проекта, это совершенно новый, скажем так, пятого поколения теплицы. Переработка и производство продукции происходит на основе современных технологий Европейского Союза и США. Реализация данного проекта позволит стране снизить зависимость по импорту яблок на 5%, по ягодам на 100%. На данный момент создано 250 рабочих мест, но в планах создать 500 постоянных и 7,5 тысяч сезонных рабочих мест. Наряду с транспортировкой на внутренние рынки будет экспорт и за рубеж, в том числе и в страны Европейского Союза. Развитие для региона – это взгляд в будущее. Я думаю, что это хорошо. Но в каждом деле есть также плюсы и минусы. Так, из плюсов можно отметить наше выгодное геополитическое расположение. Мы находимся между областным центром городом Конаев и мегаполисом Алматы, что дает нам возможность быть оплотом процветания Алматинской области. Выгодные инвестиции позволяют нам развивать дальнейшее индустриальное инновационное развитие района. Из минусов же можно отметить отрицательное влияние промышленных предприятий на экологию, отсутствие земельных участков для размещения производств, а также нереализованность некоторых проектов в полной мере. Перспективы на будущее. В стадии рассмотрения находится строительство 4 городов-спутников. Первый – это Гейт-Сити. Город-спутник должен был стать вратами в мегаполис. В ходе моего исследования было также выяснено, что на территории Гейт-Сити уже строится 10 многоэтажек микрорайона Куянкус и индустриальная зона Береке, которая будет занимать территорию около 535 гектаров. Голден Сити. Золотой город должен был стать центром культурно-развлекательной жизни. Growing City. Город роста – это научно-производственная зона. И Green City – зеленый город на берегу Капчагайского водохранилища, зона казино и активного отдыха. 4 спутника должны были объединиться в единый город мечты под названием G4 City. В ходе моего исследования возникли некоторые трудности с посещением промышленных предприятий, так как по технике безопасности посторонним вход воспрещен. Однако по последним данным, которые мы получили в Акимате Лийского района, хочется отметить такие крупные проекты, как СТК «Сокол» – единственный и крупнейший проект на территории Центральной Азии. Компания «Шинлайн» переезжает на территорию нашего района. Промышленная зона Буралдай, которая будет состоять из 4 производственных объектов. Доля промышленности района в объеме области возросла до 40%. Данный показатель о многом говорит. Из этого следует, что индустриально-инновационное развитие влияет на рост благосостояния населения за счет того, что происходит расширение промышленных предприятий, технологическое развитие, выпуск продукции, которая пользуется высоким спросом как на внутреннем, так и на внешних рынках, увеличение объемов производства, занятость населения, развитие инфраструктуры и ускорение экономического развития. Подводя итог, хочется отметить, что цель – изучить, как протекает процесс индустриально-инновационного развития и как это влияет на развитие моей малой родины, была мною достигнута, задачи выполнены. А для проблем, которые были выяснены в ходе исследования, я уверена, в будущем найдутся решения. Возможности моего края велики, и реализовывать планы должны мы, подрастающее поколение. Как патриот своего края, я обучусь профессии врача и буду работать на благо населения. Основа имеется и алюминиевый профиль. А также и производственная Гейт-Сити